Добрый день, эфир телеканала «Россия» продолжает выпуск региональных вестей. В студии Вадим Багринцев. Главное к этому час. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в Орел съехались ведущие детские травматологи и ортопеды. Площадкой для обсуждения ключевых проблем в диагностике и лечении детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также реабилитация маленьких пациентов после полученных травм стала Всероссийская научно-практическая конференция. Подробности у Оксаны Гран. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от травм погибает 5 миллионов человек. В несколько раз больше остаются инвалидами. Особую тревогу медикам внушает факт роста детского травматизма. Актуальность темы детского травматизма, заболевания опорно-двигательного аппарата огромна. Это одна из основных и ведущая причина, во-первых, смертности, к сожалению, детей от травм. Это основная причина инвалидности и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Приглашение к участию в конференции получили свыше 200 ведущих детских травматологов и ортопедов страны. В числе участников также специалисты из Беларуси и Швеции. Перечень вопросов, которые им предстоит обсудить, внушительный. Одних докладчиков заявлено более 60. И это не считая круглых столов, дискуссий и лекций. Главный результат в том, что мы сможем обменяться опытом и использовать те знания и ту информацию, которую получим здесь, для того, чтобы помогать нашим пациентам внедрять новые методы лечения, диагностики на уже таком серьезном российском и общемировом уровне. В том числе здесь, в первую очередь, у нас в Орловском регионе. Подобная Всероссийская научно-практическая конференция в нашем регионе проводится впервые. Орел был выбран не случайно. В нашей области детская ортопедия и травматология имеет давние и глубокие традиции. Уверен, что научно-практическая конференция станет одним из важнейших путей по дальнейшему улучшению качества оказания медицинской помощи нашим маленьким гражданам. Задача сохранения жизни детей, в принципе, здоровья и национальной безопасности. Об этом неоднократно говорил президент страны. Мы все с вами должны для этого сделать. Здесь очень много в зале молодежи. Я очень надеюсь на то, что она, получив медицинское образование, будет оставаться в своих регионах и лечить и детей, конечно, взрослых, у кого как сложится судьба. Государство для этого делает все.